C'est конечно мягкой, то совет тейпи его юрист халра до хамбол бяндя руководство совет тейпов делает я в сложившейся ситуации выступить диана выступить для хата зука. Что бяхти бахи эрсиадла даз. Вкратце диана хотелось бы сказать нашим гражданам, пояснить ситуацию, что за организация вообще Совет Тейпов, потому что все обвинения, которые предъявляются как правоохранительным органам и отношения наших граждан, клонятся к тому, что, как, например, наш председатель Ужахов Малцев руководил организацией, которую создал, и так далее, привели к последствиям, что уголовно наказуемым деянием. Поэтому я хотел бы для граждан, кто не знает, пояснить, что Совет Тейпов созданная организация не по волеизъявлению одного человека конкретного. Сюда вошли члены, кандидаты, которые, значит, выбирались в каждых советах этих тейпов, сходах с граждан своих тейпов, а также конкретно фамилии тоже. Не именно тейпов, и фамилии тоже. Поэтому после чего они отбирались именно в Совет Тейпов, и голосованием вводились в состав Совета Тейпов. Поэтому я хотел бы довести до граждан, что эта организация не спонтанная, грамотная, слаженная работа проводится в деятельности данной организации. Данная организация имеет свой статус, учредительные документы и соответствующую регистрацию в Минюсте Республики, о чем свидетельствует законность ее деятельности. Наш председатель Ужахов Малцев Мусаевич уже длительное время незаконно находится под стражей в СИЗО Владикавказа до города Нальчики. Допуск защитников под всякими предлогами ограничен, чем нарушаются их права на получение квалифицированной и полноценной защиты своих прав. Кроме того, как юрист со стажем, могу с уверенностью сказать, что предъявленное обвинение Ужахову является необоснованным и носит заказной характер. К примеру, последнее предъявленное обвинение в части 2 статьи 239 УК РФ, которая предусматривает создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководству такой организации либо структурным подразделением. Вот слово «иное» здесь слово, которое можно присобачить любого человека к данной статье, что и делает настоящий правоохранительный орган. Под побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей следует понимать склонение их от, к примеру, от уклонения воинской службы, от уплаты налогов, от выполнения родительских обязанностей. Вот конкретно мотивация данной статьи, которая указана в Уголовном кодексе. Придумывать здесь что-то другое не надо. Вот как раз Малцев наш и председатель попал под слово «иное», а там уже думаем, что это такое иное. Считаю, что как и председатель, так и члены организации Совета Тейпов Ингушетии не принимали никаких действий, побуждающих граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, а также в учредительных документах данной организации отсутствуют какие-либо требования об исполнении членами организации противоправных действий, о чем свидетельствует отказ суда в удовлетворении многочисленных попыток бывшего руководства республики о прекращении деятельности нашей организации. Кроме того, Совет Тейпов Ингушетии не является организатором митингов ни 2018 года, ни в марте 2019 года, а лишь принимали участие в законном санкционированном митинге 26.03.2019 года. Приоритетным направлением своей деятельности организации является защита законных интересов граждан республики. Мне непонятно, почему прокуратура, органы, призванные защищать интересы граждан республики, занял выжидающую позицию и не осуществляет своевременный процессуальный надзор за законностью расследования данного уголовного дела, имеющий общественный резонанс, где в ходе расследования допускаются масса нарушений норм уголовно-процессуального закона. Думаю, что вступивший на должность исполняющий обязанности главы Республики Ингушетия Калиматов Махмуд Алимович Шарипович, как грамотный и квалифицированный юрист и бывший прокурор республики, с кем мне довелось работать, о чем не сожалею, возьмет на контроль расследование данного уголовного дела и окажет содействие в освобождении незаконно арестованных граждан за политические убеждения и участие в митинге. Общественная ситуация в республике была накалена до предела.
возмущение народа нет предела, в связи с чем были эти массовые выступления. Участники в этом митинге были и граждане не только республики, но и члены нашего совета тейпов. Но мы не являлись организаторами, как указывается в обвинениях в отношении председателя нашего совета тейпов Малского Ужахова. Мы являемся только участниками. Поэтому предъявленное обвинение, считаю, полностью сфальсифицированы. Прошу принять меры, и кто непосредственно может принять участие в оказании содействия на результаты расследования данного дела, прошу принять меры. У меня все. Так, Магомед. Его обвиняют в побуждении. Да. Побуждение к неисполнению гражданам своих обязанностей. Кстати, Меня, Магомед. Меня побудил туда выйти на митинг, Евкуров. и вас всех, Евкуров. так я и говорю же общественная ситуация. А почему? Я докажу, что это Евкуров. И никто почему-то вот с этой точки зрения не хочет подходить к этому вопросу. Тут основные же... Самая, подожди, я тебя слышу. Самая бедная республика, самая динамично развивающаяся коррупцией республика, это слова прокурора, чтобы дословно его цитировать. Республика с самой низкой заработной платой, Самый высокий Самый- процент безработицы. высокой безработицей 80-95%. Вот это все, вот это все. Меня вы заставили выйти на митинг. Также других. И еще при этом, вот этот Евкуров говорит, что он создал комфортную жизнь. Да, понятно. Как это называется? Более того, что вот этот вопрос на прямом разговоре Путин сказал, назвал республику Ингушетия самой низкой заработной платой. Вот если после этих слов Евкуров не застрелился, как офицер, грош ему цена. А он и обещал, Дальше. Самое по площади большое государство Россия. Самое маленькое в России государство это Ингушетия. И у этой Ингушетии под руководством этого бывшего нашего главы отбирают землю. И не 30 тысяч, а доказано нашими специалистами 70 тысяч земли под руководством вот этого Евкурова. Вот это заставило меня лично выйти на митинг. Он является, побуждает нас всех. Он является и преступным, и Это- экстремистом. Вот кого надо было посадить на скамью подсудимых. Малцев – честнейший человек. За все время, которое он руководил вот этим советом, он был самый первый, кто был против этого экстремизма. Мы не раз здесь возникали вопрос, даже намеком кто-то говорил, даже он тот Овцанов. Пресекал. Ты помнишь, у нас скандал был за одно слово здесь? Малцев не позволял нам, никому тут говорить о экстремизме, даже намека. Его это неправда. Это неправильный подход. Я обращаюсь к судьям, к следователям. Сколько будет существовать этот тейп, столько мы будем жаловаться и писать. Поймите нас. Мы на наших глазах все это происходит, и вы его обвиняете в экстремизме. Думаю, 3 числа мы пойдем все на суд. Слова нам там не дают. Кому тот, кто хочет что-то сказать дельное здесь, чтобы нас услышали. Конечно, нас, наверное, слушают и правительство, и глава временной администрации, вновь назначенный. Я так думаю, если бы в его слова, вникните, в слова Келематова, когда он сказал, что формат понятен, он понял, в каком формате и работала эта республика, и в том числе и суды. Приговор по Малцеву и по Барахоеву 2 и 3 числа нам уже даст понять. Поменялся формат этот, в котором работал 10 лет Евкуров, и сейчас работают суды. А формат какой?
взять, арестовать и посадить в тюрьму. Слова Евкура. Вот формат его. Непокорно. По этому формату эти суды сейчас работают. Извиняюсь, не знаю, работает или нет, мы узнаем об этом 2 и 3. Все поверим и послушаем. Вот тогда нам здесь присутствующие, мы поймем, что изменилось здесь. Хокера, макера,